Снег уже в большом дефиците, и пока склон еще не растаял, спортсмены закрывают сезон масштабными соревнованиями. На протяжении 2 дней на втором склоне горнолыжного комплекса спортивной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту проходит первенство города Уфы по сноуборду. Ребята соревнуются в скоростном спуске и заодно закрывают сезон. Снега почти не осталось, но они находят кусочек зимы и используют эту возможность по максимуму. Эмир, а расскажи про эти соревнования. Сегодня проходит первенство города Уфы по сноуборду. Они проходят только у детей, то есть до 2009 года рождения. Основная задача данного соревнования – это привить культуру и любовь к сноуборду, к спорту в целом. Ребята соревнуются в нескольких номинациях: параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Естественно, в разных возрастных категориях. Название дисциплин произошло от норвежских слов «сла» – наклон, а «лам» – тропа. Соревнования заключаются в следующем. 2 спортсмена спускаются по параллельным трассам с установленным на них флагами синего и красного цвета. Побеждает спортсмен, прошедший дистанцию быстрее. А параллельный слалом-гигант – это примерно то же самое, только скорость больше, а флажки стоят шире. Ваня, как тебе трасса? Трасса, в принципе, нормальная, но гололед сильный, и то есть удержаться сложно. Самое главное – ехать не спеша и плавненько. Расскажи про масштаб этих соревнований. Соревнования довольно масштабные, нас человек примерно 70-50. За выигрыш есть 3 призовых места. Если ты занимаешь одно из 3 призовых мест, тебе дают разряд. Поздравляем победителей и призеров. Их на этом состязании 42. И не удивляйтесь такому большому количеству. Соревнования открыты, и принять в них участие мог любой спортсмен по своему желанию, вовремя подавший заявку. Ближайшие соревнования в Уфе состоятся, как только выпадет новый снег. Сноуборд – это, конечно, очень зрелищно. Это финишные соревнования этого сезона. Савелий Селезнев, Исмагил Кудакаев специально для Горы новостей.